получается, сами исследования провели или это международные источники так предоставлены? Все, что вы видите здесь, все, что вам будет показано, и все, что вам предоставлено по QR-коду, это данные абсолютно транспарентные Международного энергетического агентства, международных донорских организаций, Нацбанка Кыргызстана. Здесь нет ни одного нашего расчета, кроме консолидации, сложения, вычитания тех цифр, которые мы взяли из международных источников. То есть это все полностью транспарентно верифицированные источники, которые каждый из вас может получить. Более того, мы, соответственно, забегая вперед, о чем Ира вначале сказала, смотрите, наш подход состоит в чем? Мы вам все эти материалы предоставляем, но мы предоставляем в том числе основные экселевские банки данных. Большие базы данных, которые там несколько тысяч строк один файл может составлять, например, по каждому международному проекту международной технической помощи, который был реализован в Кыргызстане. Зачем это надо? Все вы специалисты, все вы аналитики, и ваши люди, ваши подчиненные всегда смогут сами, проработав с теми данными, с которыми мы работаем, найти для себя нужную информацию, сформулировать некие дополнительные вопросы, либо видение, понимание того или иного инструмента и его перспектив. Поэтому мы стараемся сделать наш семинар не только вот как разовый ивент, но снабдив вас тем практическим инструментарием данных, которые мы используем сами, чтобы вы сами с ними дальше работали. Это повысит эффективность нашей дальнейшей коммуникации, обсуждения этих инструментов. Я думаю, что это разделяется. Спасибо. Идем дальше. Идем дальше, коллеги. Тогда вторая презентация. Сейчас, минуточку. Итак, ретроспективный анализ состояния климатического финансирования в Кыргызской республике. На что здесь мы хотели обратить внимание? Как уже отмечали коллеги сегодня, у нас, к сожалению, до недавнего времени вот все, что связано с климатическими финансами, шло по каналам международной технической помощи, кредитования международной финансовой организации. Несло там определенную маркировку климата. Для нас это крайне важный момент. Почему? Потому что международные организации, они всегда как бы пионеры. То есть задача вот этих инвестиций, которые делаются, пилотировать технологии решения, предоставить стране техническую помощь для того, чтобы она в рамках определенного проекта могла подготовить нормативную базу, стандарты, обучить людей, реализовать пилотные проекты. А вот этими первыми практически пассивными инвестициями по линии международных финансовых организаций, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, по сути, создаются бизнес-модели, пилотируются технологии и рассчитывают все, что в дальнейшем вы сможете сами с помощью внутренних инструментов поддерживать каждый уровень инвестиций и так далее. К сожалению, крайне большой проблемой всегда являлась оценка ретроспективной динамики. А сколько же всего ресурсов зашло в Кыргызстан в определенный период времени, по каким направлениям, кем эти ресурсы партнерства, с кем были освоены, потрачены, какой эффект получен и так далее. Мы пытались в рамках нашей работы эту информацию консолидировать, и мы работаем с двумя ключевыми источниками данных. И регуляторы, и бизнес хочет понимать, повторяюсь, где находятся деньги. Для того, чтобы понимать, какие ресурсы заходят в Кыргызстан по линии международной технической помощи и международных финансов, есть основной источник данных, так называемые стандарты раскрытия данных по IATI. Это веб-ресурс, ссылочка приведена внизу, где вы по каждой стране за достаточно длинный период времени можете получить любую произвольную выборку. Мы сделали, что мы взяли все проекты международной технической помощи, все проектные активности, которые были реализованы, и посмотрели, какие ресурсы были направлены по указанным каналам, начиная с 2010 по 2023. То есть вы считаете, 14 лет выборка какая была сделана. Это база данных несколько тысяч строк. Но эта информация дает вам очень четкий ответ на то, какие ресурсы, от кого, куда пришли, кем они администрировались, на какие вещи, направления они были потрачены. Поэтому в нашем банке данных, который мы расшаривали, мы обязательно, мы по соответствующим... Коллеги, да, теперь переключается, спасибо. Итак, мы постарались посмотреть на динамику.
И динамика не всех проектов технической помощи, а проектов технической помощи, проектов международных финансовых организаций, которые шли как бы и могут нами быть атрибуированы как климатические инвестиции, это достаточно такая позитивная динамика. То есть если в начале 2010-х годов у нас порядка 30 миллионов долларов ежегодно заходило, к 2023 году мы уже составляли там 100 миллионов долларов. То есть о чем это говорит? Что Кыргызстан, в принципе, достаточно устойчиво, стабильно по указанной тематике работал и мобилизовал указанный ресурс. Наша задача состоит в том, чтобы посмотреть от текущих значений, где мы можем нарастить этот портфель. То есть можем ли мы увеличить объемы грантов, можем ли мы увеличить объемы займов, есть ли у нас портфели, готовы ли наши, например, регуляторы указанные объемы экономики страны переварить там без избыточных рисков для внешнего долга и так далее и тому подобное. Отдельный момент, который хочется подчеркнуть, это то, что на сегодняшний день международные финансовые организации, они стараются потихонечку отходить от прямого финансирования инфраструктурных проектов, потихоньку переключаться на создание определенных фондов и устойчивых инструментов поддержки. То есть они говорят, мы, да, можем вам дать денег просто на модернизацию инфраструктуры. Для нас было бы желательно, если бы не просто там запустили модернизацию инфраструктуры бюджетной сферы, а создали, например, револьверный фонд, используя нашу ресурсную базу, чтобы затем, когда наш проект эффективно закончится, там первый раунд инвестиционной стадии завершится, чтобы мы создали некий самоподдерживающийся механизм, который, будучи фондирован дополнительно государством, может работать и после конца проекта через 10, 15, 20 лет. И сегодня мы очень внимательно будем смотреть, как подобного рода инструменты подтвердили свою работоспособность в других странах. Наконец, по каким каналам климатические инвестиции, канал международной технической помощи и международных финансовых организаций, у нас есть как бы 4 основных чемпиона в этой сфере. Это Всемирный банк, Азиатский банк развития, программа развития ООН и структуры немецкого правительства GIZ. При этом, понятно, что заемное ресурсное финансирование по линии Азиатского банка развития и Всемирного банка, оно было ключевым, там порядка $1 миллиарда зашли по этим займам. Остальные проекты, которые там GIZ взял порядка 73 миллионов долларов, и UNDP порядка 63 миллионов долларов и далее поступающие, это в основном гранты. То есть вот у нас инфраструктура текущего климатического финансирования, которая, повторяюсь, в основном концентрируется, если не брать международные финансовые организации, на предоставление грантов. Опять же, какие сигналы для бизнеса здесь можно сделать? Первое. У нас есть огромный портфель закупок по линии Азиатского банка и Всемирного банка. Мы должны для себя ответить на вопрос. Первое. Обслуживает ли на сегодняшний день банковский сектор Кыргызстана соответствующие торговые операции, там, поставки оборудования, связанные с реализацией этих масштабных проектов, да или нет? Во-вторых, являются ли кыргызские подрядчики, играют ли они ключевую роль в реализации указанных проектов? То есть, соответственно, надо им соответствующее ресурсное обеспечение для того, чтобы они могли реализовать проект в рамках с Всемирным банком. В-третьих, мы должны получить вопрос, что у нас происходит с точки зрения производства зеленых, климатически устойчивых товаров, работ, услуг внутри Кыргызстана. То есть, зная объем рынка, мы уже можем формировать в том числе политику развития зеленой экономики по определенным рыночным нишам. Мы видим, что есть спрос, соответственно, в этот спрос могут направляться частные инвестиции, инвестиции с государственной поддержкой, производить соответствующие товары, работы и услуги для того, чтобы этот спрос был обеспечен не импортом, как мы сегодня показали, отрицательное сальдо какое, а производством национальных товаров, работ и услуг. Вот на какие вопросы могут отвечать вот эти вот данные по международной технической помощи. Наконец, если мы посмотрим по классификации IATI, как эти данные были структурированы. То есть это стандартные гранты и кредиты, международная техническая помощь, есть такая маркировка, сопоставимые объемы. Обычные стандартные кредиты занимали где-то 150 миллионов за период с 2010 по 2023 год. Ну и инвестиционные кредиты развивающихся стран порядка 33 миллионов. При этом в разрезе секторов
306 миллионов у нас ушло в сектор энергетики, ну, в классическую энергетику, возобновляемая энергетика, тепловая энергетика, котельная. Это не путать с классификацией ГАИ, где туда же отнесено и транспорт, и жилой. Сельское лесное хозяйство и водный сектор у нас являлись двумя иными ключевыми бенефициарами вот этого международного финансирования. То есть, по сути, практически 2/3 всех ресурсов у нас направляются в энергетику, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Вот вам объем тех рыночных ниш, которые интересуют, и соотношение между ними, которые интересуют международных игроков, работающих здесь в Кыргызстане. Как мы эту информацию должны воспринимать? Опять же, вот тот предыдущий тезис, который я сказал. В состоянии бизнеса Кыргызстана, указанная рыночная ниша обслуживает сейчас, видят ли они в себя ту же перспективу, которую видят другие игроки в указанной сфере, ну, затем, соответственно, какие инструменты финансирования и иной поддержки здесь можно предложить. Но это не единственный источник данных, который на который мы обращаем внимание. Второй комплементарный источник данных, который мы всегда используем, это данные Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. База ОЭСР, чем она хороша? Она хороша тем, что она позволяет более глубокую субклассификацию по направлениям климатических инвестиций выполнить по сравнению с этой первой базой IATI, которую мы показали. И для Кыргызстана мы выполняли такой анализ для меньшего периода времени, с 2011 по 2021 год. Мы посмотрели, что у нас происходило с динамикой по годам, по донорам, по агентствам, инструментам финансирования, секторам и так далее. И были получены тоже такие достаточно интересные оценки, как были перераспределены ресурсы. То есть сектор энергетика, но мы можем видеть, что есть инвестиции в сектор, субсектор распределения энергии, либо производства энергии из возобновляемых источников энергии. Или же сектор есть сельского хозяйства, водного хозяйства, энергетической политики. То есть вот эта субклассификация, она достаточно большая, и мы очень четко видим, куда идут ресурсы по гораздо более глубокой структуре, нежели в случае с классификацией IATI. Поэтому данная информация очень хорошо дополняет и расширяет тот landscape, тот дизайн финансовой инфраструктуры, с которым мы работаем, и тем самым может нам служить дополнительным, очень ценным таким источником инвестиционных сигналов, кто у нас и что делает в Кыргызстане. Следующий вывод, который мы делаем на основании базы ОС. Мы посмотрели, какие игроки в какие секторы заходят на примере проектов в сфере адаптации. Там мы выделяли несколько таких вот тегов, меток, которым соответствуют определенные проекты либо компоненты проектов, и все наши игроки, они были разделены на зеленую, желтую, оранжевую зону. То есть зеленые игроки, они у нас работают по широкому спектру рыночных ниш адаптации, то есть они делают проекты и с биоразнообразием, снижением риска стихийных бедствий, борьбой с опустыниванием, с многими вещами. А желтые и оранжевые, они фокусируются на определенных нишах. Мы зачем это делаем? Мы пытаемся ответить на вопрос, в состоянии ли Кыргызстан на сегодняшний день мобилизовать дополнительную международную техническую помощь, международные гранты. То есть, каким образом это делать? Просто вот этих желтых, оранжевых игроков вовлекать более активно в те рыночные ниши, в которых они не работают, тем самым предоставляя дополнительный ресурс для страны и наращивая объем климатических инвестиций по каналам международной технической помощи. Ну и мы видим, что на самом деле есть достаточно широкий пул партнеров, с которыми Кыргызстан работает, что есть потенциал большого наращивания работы с ними по климатическим проектам. Да, пускай в основном по грантовым программам, но тем не менее это тоже достаточно большие деньги, если посмотреть кумулятивно. Вот почему никогда не надо смотреть на один единственный источник данных, вот почему мы комбинируем их и делаем некие такие синтетические выводы, уже основываясь на широком спектре. Следующий вопрос, который крайне необходимо понимать всем, кто увеличивает реализацию климатической политики, это источники ресурсов международных финансовых организаций и доноров, доступных для Кыргызстана. О чем здесь идет речь? На сегодняшний день в мире есть более сотни фондов, не инвестиционных фондов, а таких международных климатических фондов, которые помогают реализации проектов в сфере борьбы с последствиями изменений климата.
Мы поставили перед собой задачу посмотреть, кто из указанных фондов уже работает в Кыргызстане, а с кем мы можем дополнительно работать. Были получены такие достаточно интересные выводы, основываясь на базе глобальной инициативы NDC Partnership. Они аккумулируют информацию, мы же ее переработали, переструктурировали в рамках цель-базы, которая будет у вас, для того, чтобы вы сами посмотрели. В чем основной вывод? У нас на сегодняшний день из более чем 100 международных организаций доноров 48 декларируют готовность работать с Кыргызстаном. Из них 36 готовы предоставлять грантовые ресурсы. Когда мы посмотрели, сколько из указанных доноров сейчас работают, в Кыргызстане оказалось, что менее половины. Так или иначе, за последние 10 лет реализовывали соответствующие проекты. Какой вывод мы делаем? Мы делаем вывод о том, что объем климатических ресурсов, которые поступают в страну на основании каналов международных климатических фондов, может быть наращен. При этом мы видим, что чем хороша эта база, какие она инвестиционные сигналы дает. Мы очень четко видим, что мы можем выбрать финансового партнера, который работает с энергетикой, с транспортом, водным сектором, сельским хозяйством, промышленностью, развитием сельских территорий, развитием лесного хозяйства, сектором отходов, городскими территориями, сельскими территориями, образовательными. То есть эта база, она позволяет нам, по сути, в 2 клика выбрать нужного финансового партнера. Во-вторых, мы четко очень можем дисагрегировать, нам надо делать проект по митигации, адаптации или какой-то профессиональный проект. Очень четко мы можем идентифицировать нужного финансового партнера для Кыргызстана. Следующий крайне полезный элемент, который мы используем всегда, и рекомендуем использовать сильно, инструмент финансирования. Вы хотите получить льготный кредит, вы хотите получить грант, вы хотите получить некий натуральный взнос, вы хотите создать инструмент климатического страхования, вы хотите создать инструмент гарантий, либо то, что называется финансирование, основанное на результатах, вы очень быстро для Кыргызстана можете найти соответствующего финансового партнера и структурировать проект с ними, подготовить его. Причем это будет даже не только грантовый проект, но это будут, вполне могут быть проекты для частного сектора. Ряд из этих фондов декларирует свою готовность работать с частным сектором. Ряд из этих фондов готовы работать только с правительством. Ряд из этих фондов готовы работать с НГО, либо с международными организациями. То есть эта инфраструктура климатического финансирования, которую мы для вас профилировали, она позволяет всем участникам данного рынка очень четко понимать, с кем мы сейчас работаем, с кем мы не зарабатываем. Вот эта большая база, которую мы сделали по каждому фонду, она содержит детальнейшие требования по процедурам подачи заявок, детальные требования детальные данные по объемам ресурсов, которые есть у каждого фонда, детальные данные по тем, кто наполняет данный фонд, то есть источником финансирования. То есть вы получаете всю инфраструктуру климатического финансирования, которая доступна для страны на сегодняшний день. И поэтому указанным источником данных рекомендуем пользоваться для того, чтобы понимать вот этот национальный контекст, международный контекст и в зависимости от потребностей быстро, гибко, оперативно подготовить необходимый проект, либо идею, либо структурировать новый инструмент климатического финансирования, который может работать в условиях Кыргызстана. Отдельно мы всегда обращаем внимание и рекомендуем делать на климатические меры и инициативы, реализуемые в Кыргызстане. Для этого мы внимательно посмотрели ряд инициатив на основании данных НГИ, где у нас Кыргызстан является участником определенных климатических инициатив на международном уровне, какие климатические инициативы Кыргызстан вовлечен как, с участием национальных игроков, а где у нас участниками каких климатических инициатив являются негосударственные предприятия, организации сектора Кыргызстана. Это дополнительная информация, которая позволяет, например, финансовому сектору очень четко понимать, что есть ряд инициатив глобальных, региональных, где организации, банки могут в них вступить, могут получать соответствующую ресурсную, консультационную и иную поддержку, и тем самым более активно быть погруженными в климатическую тематику. То есть мы, как пример, здесь приводим несколько таких данных, несколько климатических инициатив, и особое внимание обращаем на то, что
данный инструментарий, его важность далеко не всегда осознается Кыргызстаном, потому что на самом деле, с точки зрения международных климатических финансов, основной акцент сейчас и делается как раз на вовлечение не только государственного сектора, но и частного сектора. То есть мы должны очень четко понимать, что для международных партнеров любой частный банк, который захочет участвовать в финансировании проектов или участником неких региональных механизмов финансирования проектов, является точно таким же там полноправным и важным партнером, как правительство, министерство, программа развития. Они заинтересованы на этом, и на вовлечении частного сектора делается очень большой акцент. При этом мы видим, что есть ряд аспектов, которые на сегодняшний день не задействованы в Кыргызстане. Например, разработка определенных продуктов финансов для территории. Если вы посмотрите на архитектуру климатического финансирования за рубежом, то вы увидите, что там банками развития огромные продукты, тем же Европейским банком, реконструкция развития, Европейским инвестиционным банком, важные, нужные продукты делаются для городов. То есть город выступает и заемщиком, город выступает и оператором проектов, город выступает и полноправным партнером для международных финансовых организаций. Первые попытки сделать такое движение были сделаны в том числе Кыргызстаном, потому что Кыргызстан является страной участником глобального соглашения мэров по климату и энергии. И ряд городов, они начали реализовывать, скажем так, первый этап, который предусматривает членство в соглашении мэров, разрабатывать планы действий по устойчивому энергетическому развитию. К сожалению, пока что эти планы не разработаны, но этот план по любому населенному пункту должен восприниматься как очень важный инвестиционный сигнал для любой финансовой структуры. Почему? Потому что это инфраструктурный инвестиционный план города 2030 года. В рамках вот этих планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату города показывают, какие мероприятия по энергоэффективности, по возобновляемым источникам энергии, адаптационным мерам город планирует сделать, сколько этот проект будет стоить, к какому сокращению выбросов либо наращиванию инвестиционного потенциала он приведет, как выстроен будет процесс мониторинга и так далее. То есть мы видим, что вот участие в подобного рода неправительственных и международных соглашениях он позволяет очень точно послать нужный инвестиционный сигнал банкам, регуляторам, то, что многие климатические проекты должны и могут реализовываться на региональном уровне, не обязательно заниматься национальным планированием. Поэтому указанные аспекты просим учитывать в рамках вашей повседневной работы. Поэтому основной месседж, который у нас вывод делается, подводка к следующей основной части нашей презентации, состоит в следующем. Мы на сегодняшний день видим потоки климатических финансов, которые поступают по международным каналам. Это достаточно большие цифры. Мы, к сожалению, пока что не до конца видим те объемы ресурсов, которые мобилизуются в рамках работы по обычному коммерческому финансированию, либо в рамках бюджетных затрат, потому что там свои классификации есть. Но те цифры, которые мы видим, они уже сейчас показывают нам, что мы можем достаточно продуктивно работать с широким спектром инструментов климатического финансирования. Основное ограничение, которое у нас есть, это макроэкономические показатели, высокая ставка рефинансирования, высокие, соответственно, процентные ставки банка. То, над чем мы должны работать, это механизмы повышения и определенных инструментов компенсации, структурирования определенных продуктов финансовых, которые позволят эту эффективную ставку снизить. Во всех странах этим занимается государство при поддержке международных финансовых организаций. То есть не было еще реализовано ни одного проекта за рубежом, по моей памяти, за последние 10-15 лет точно, где аналогичная макроэкономическая проблема и проблема запуска неких инструментов климатического финансирования в условиях высоких процентных ставок в экономике была решена без участия международной финансовой организации и софинансирования правительства. Поэтому детально затем в третьей части презентации мы с вами пройдемся по всем указанным основным инструментам, мы посмотрим основные моменты, на которые имеет смысл обратить внимание,
И затем мы детально обсудим с вами основные бизнес-модели, которые могут работать в Кыргызстане, видение регуляторов по перспективам развития финансовой системы. Ну, изменяемся.